Приветствую, друзья! На украинском фронте не прекращаются бои. Сейчас самые ожесточенные из них идут на Угледарском направлении, где за поселок Павловка сейчас идет полноценное сражение, потому что со стороны натовских войск подтянули очень большое количество резервов, и сейчас там идет очень тяжелый бой. Стоит отметить, что сейчас на Херсонском направлении практически сошли на нет различные атаки натовских войск, и мы видим, что сейчас главное направление для Пентагона — это Купянское, и вот уже перебрасывают резервы на Угледарское направление, потому что там союзные силы перешли в контратаку. Также стоит добавить, что на Херсонском направлении ВКС России поработали в течение последнего месяца настолько эффективно и хорошо, что там практически не осталось гаубиц, потому что их всех практически уничтожили либо вывели из строя. Именно поэтому мы видели в интернете различные фотографии с допотопными гаубицами, которые, знаете, в 40-х годах где-то на складах лежали, там с Британии, с Португалии, и весь этот хлам сгружали конкретно на Херсонское направление, потому что передавать гаубицы более эффективные, то здесь уже мы упираемся в то, что их нужно как минимум либо у кого-то снять с вооружения, либо произвести. А с этим, как мы видим, что и у американцев, и у западных стран проблемы. На этом фоне приходит информация с Италии о том, что там все-таки новое правительство заморозило поставки ПВО и снарядов в Украину натовским войскам. И здесь мы видим, что в конечном итоге все вот эти друзья Путина, Берлускони там и так далее, они уже по сути все-таки начали влиять на принятие решений, потому что конкретно их партии уже попали в правительство. И несмотря на то, что новый премьер-министр уже поклялся в верности и НАТО, и Украине, мы видим, что объективно для решения по поставкам вооружений нужно все-таки еще и большинство в правительстве, а здесь с этим вышли проблемы, и мы видим вот такие новости. Ну а западные СМИ продолжают писать комплиментарные статьи силам Зеленского и своим натовским войскам в Украине, акцентируя внимание на том, что все-таки контрнаступление имеет определенный успех на Харьковском и Херсонском направлении. Описывая боевые действия, западные журналисты-фантасты пишут о том, что все-таки со стороны Зеленского воюют более сумасшедшие люди. И если просто смотреть на вот фотографии, которые приходят каждый день практически из Херсонского и из Харьковского направления, там, где просто видно невероятное количество сожженной и уничтоженной техники и, конечно же, живой силы, то здесь действительно можно сделать вывод, что это более сумасшедшие люди все-таки наступают со стороны натовских войск. Видимо, на Западе посчитали, что лечить всех вот этих сумасшедших будет дороже, и все-таки путь в атаку на позиции российских войск, то это, можно сказать, лучшее решение. Не секрет, что западные страны особо пушечное мясо, которое направил Зеленский по мобилизации, особо никогда не экономили. И поэтому, в принципе, достаточно рациональный подход с точки зрения, опять же, Пентагона. А тем временем сегодня уже провели встречу между российским Минобороны и белорусским Минобороны и согласовали план на ближайшее время. И, скорее всего, этот план, опять же, учитывает наращивание группировки войск на территории Беларуси для того, чтобы, естественно, уже отрезать полностью Украину от поставок западного вооружения, таким образом совершив все-таки атаку условно во фланг и именно на западную Украину. Также СМИ уже вовсю пишут о том, что Россия начала применять уже свои самые современные ракеты со стратегических ракетных бомбардировщиков Х-32. Это условно более модификация современная ракеты Х-22 советского производства. И, конечно, эта ракета гораздо более серьезная в плане и по мехозащищенности, и по дальности, и по боевой нагрузке. И тем не менее, на данный момент фактов конкретно зафиксированного применения вот таких вот самых современных российских ракет на данный момент в Украине еще нет. Эти ракеты также называют убийцами авианосцев, потому что данная ракета на очень большой скорости может на 1000 километров подойти к авианосной группе, может лететь очень и очень высоко и перед заходом на цель просто, конечно, набрать высоту, а потом резко пикировать практически вниз под 90 градусов и каким-то образом избежать атаки вот такой
такой вот ракеты авианосцу практически нереально. Скорее всего, данные ракеты только планируют использовать на территории Украины, и, конечно, их будут использовать исключительно по очень защищенным и сверхважным объектам. А с Польши тем временем приходит информация о том, что там уже польские войска вовсю пересаживаются на Абрамсы, потому что, как известно, все свои танки советского производства, которые они модернизировали, они отправили в Украину. Непонятно только то, дали ли польским военным покататься на танках и чтобы, не знаете, почувствовали там штурвал, все дела там, поняли, что такое американские танки, либо все-таки американцы вынуждены были передать польской стороне какое-то количество танков для того, чтобы компенсировать потери, которые польская армия понесла в Украине. Потому что, как мы помним, Германия отказалась замещать своими танками «Леопард» польские потери. Друзья, также напоминаю, что ко мне приходит много интересной различной информации, и здесь на YouTube я не могу опубликовать все, потому что тут есть масса ограничений, а вот в Телеграме их нет. Поэтому все самое интересное я выкладываю на Телеграм-канал. Ссылка на мой Телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Также напоминаю, мой Телеграм-канал выглядит вот так. Сейчас делают много клонов, и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. Ну а тем временем в Украине продолжают коллапсировать энергосистема, и уже есть заявление даже от официальных персонажей в Украине о том, что там 35-45% энергосистемы сейчас уже уничтожено, и там пытаются хоть что-то сделать в плане, чтобы ее починить. Но вот беда, строили-то ее в Советском Союзе, и для того, чтобы ее починить, нужны советские предприятия, которые могут опять же сделать те трансформаторы, которые были уничтожены. И вот по такому замкнутому кругу ходят местные условно энергетики и занимаются тем, что публикуют просто графики веерных отключений. Это дело, конечно, нужное, но тем не менее эти графики веерных отключений, как говорится, не всегда работают, потому что если где-то происходит перегрузка, а это сейчас в энергосети Украины постоянно, потому что перенаправляют электроэнергию на перегруженные, по сути, трансформаторы, то здесь мы видим, что электроэнергия может пропасть практически в любой момент. Некоторые официальные лица уже в открытую начинают говорить о том, что электроэнергии может не быть, например, в Киевской области и неделю, и 2 недели, и это все перспектива ближайшего времени. На этом фоне Зеленский делает заявление о том, что если Россия не покинет Донбасс и Крым, то это означает, что война не закончилась. И здесь я вот еще раз просто повторю, что Зеленский делает просто все для того, чтобы Украина закончилась как государство. И именно чтобы вот уничтожили его прямо до основания. Конечно, он это все делает не без помощи западных партнеров, и здесь можно разве что четко спрогнозировать, что в ближайшие полгода это будет чисто обострение конфликта без каких-либо, знаете, мирных переговоров. Ведь каких-либо предпосылок по деэскалации конфликта между западными странами и Россией их просто нет, потому что западные страны воспринимаются исключительно с точки зрения силы и, конечно, сохранения своего мирового господства, а это явно не устраивает ни Россию, ни Китай, и поэтому данное противостояние будет только набирать обороты. И в этом противостоянии много кто уже выбрал сторону, и один из таких персонажей это, конечно, украинский олигарх, миллиардер Ринат Ахметов, который, как мы уже узнали сегодня по неким задушевным беседам различных там националистов и боевиков полка Азов, то здесь уже мы видим, что оказывается Ахметов еще до начала боевых действий все прекрасно знал и уже предоставил тогда свои предприятия, Азовсталь, завод Ильича в Мариуполе, для того, чтобы там националисты делали свои базы, завозили туда различную тяжелую технику, боеприпасы и так далее. По сути, Ахметов прекрасно понимал и знал, что там местным населением Мариуполя будут прикрываться как живым щитом. И нужно было по-нормальному эвакуировать, конечно, население Мариуполя, если бы все-таки стояла цель не пользоваться населением как живым щитом. Но, тем не менее, мы видим, что решения были приняты именно такие. И здесь мы видим, что олигарх Ринат Ахметов все-таки решил стать частью западного мирка. И теперь, он, знаете, раньше он был там серым кардиналом Украины, украинской политики и так далее, а сейчас стал просто обычной шавкой британцев и американцев.
Но здесь у украинских олигархов есть все-таки два пути. Можно быть, например, унылой шавкой, как Ренат Ахметов, а можно, например, быть веселой шавкой, например, как Петр Порошенко, который регулярно тиранит своих политтехнологов для того, чтобы ему повышали рейтинг среди населения Украины, которая там еще осталась, на той территории, естественно, которую НАТО контролирует. И эти картинки с различными мотивационными текстами политтехнологи Порошенко разгоняют в его социальных сетях, и я просто не удержался и решил, знаете, модернизировать одну из таких картинок, чтобы там все-таки была правда. И вот такую вот картинку даже сделал, где вот четко видно, что лучше, знаете, народ Украины с точки зрения Порошенко будет сидеть без света и без тепла, лишь бы Порошенко все-таки сохранил свои деньги. А денег у Порошенко много, наворовал он достаточно за 30 лет независимости. Там и украинская земля, и заводы, и, конечно, миллиардные счета за границей. Поэтому и Порошенко, и Ахметов сейчас просто будут ходить на цыпочках перед западными хозяевами для того, чтобы просто сохранить все то, что вот так активно они грабили с украинского народа. Причем особо забавно сейчас наблюдать за, например, такими ворами, как руководители Монобанка, потому что это, знаете, такой украинский банк, который отличается такой максимально жесткой русофобией, упоротостью и так далее. Но вот не работает приложение в последнее время нормально, и не могут украинцы получить доступ к своим деньгам. А все-таки, к сожалению, много украинцев пользуются вот этим банком, потому что он очень активно раньше рекламировался. И тут я обращаю внимание граждан на то, что все у нас в Украине по традиции так называемые там патриоты, националисты — это воры и мошенники. И поэтому с вероятностью в 200% в ближайшее время руководство этого монобанка просто с деньгами, конечно же, исчезнет с территории Украины. И это нужно понимать. И поэтому пока вот сейчас приложение будет еще работать, я бы все-таки рекомендовал украинцев все-таки выводить оттуда деньги. Тем более данный банк в последнее время просто начинает массово требовать от клиентов различных космических документов о происхождении средств. Причем особо рьяно банк именно вот все это требует, когда люди находятся за границей и когда сложно людям предоставить банку все затребованные документы. И таким образом у людей просто блокированы счета, пока они не приедут в Украину. Они могут не приезжать и месяцы, 2, и 3, и 4. И таким образом банк просто замораживает сумму у себя на счетах и, конечно, пользуются ей в своих целях. Главарь данного банка выглядит вот так. Просто вы посмотрите в его честные глаза и поймите, насколько у него, знаете, душа болит за Украину. Особенно, знаете, за ту Украину, которая говорит, думает по-русски. Потому что данный персонаж недавно просто запретил, чтобы в приложениях банка использовали русский язык. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там просто вам всегда можно гораздо больше информации предоставить, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений, а в телеграме их нет. Ссылка в описании и первым комментарием под видео на мой телеграм-канал. Переходите, подписывайтесь. До скорого.